Главный груз рейса из Среднеколымска встречают толпы журналистов. Для выгрузки клетки с белым медведем пришлось дополнительно вызвать грузчиков. Излишнее внимание пришлось животному не по душе. Впрочем, через пару минут он все же дает о себе знать. Через 2 минуты. Вся Якутия 2 недели следила за тем, как ловили одинокого мишку. Его обнаружили в 220 километрах от города Среднеколымска в местности Угюстамах. Примерный возраст медвежонка – 10-11 месяцев. Вес около 85 килограммов. Специалисты отмечают хороший аппетит. Кормили рыбой, чир, щука 3 раза в день. Перелет на самолете пережил, это нормально. Все спокойно. Особо это не кидается. До приезда сотрудников Министерства охраны природы за судьбой найденыша следили колымские рыбаки. В результате операция по спасению медвежонка прошла успешно. Медвежонок сам по себе спокойный попался. Но она прибилась к рыбакам, и ее там подкармливали местные рыбаки. И она к человеку более-менее так привыкшая была. Детеныш довольно длительное время находился один далеко от привычных мест обитания и смог выжить. По мнению ученых, это редкий случай. Зачастую такие животные становятся жертвами своих бурых сородичей. Были варианты увезти медвежонка на побережье Восточно-Сибирского моря и выпустить на Медвежьих островах. Мы договорились с судном уже. Но специалисты нам подсказали о том, что этого не надо делать. Это грозило гибелью для животного. В этом году Якутия передаст центральным зоопаркам России 2 белых медвежонка. Один из них в декабре отправится в Санкт-Петербург. Малышка героически перенесла дорогу из Среднеколымска в Якутск. Новый дом белый медвежонок обретет в главном зоопарке страны. Айна Винокурова, Максим Бурцев, Вести, Якутия.